Время стремительно идет вперед, остаются позади события и судьбы, а память живет в людях. Она не подвластна времени, она передается из поколения в поколение. Есть люди, память о которых живет в сердцах тех, кто их знал. Мухарбек Асламбекович Тамаев был именно таким человеком. Все, кто знал Мухарбека Тамаева, запомнили его как человека удивительно скромного, душевного, жизнерадостного, любящего, простого в общении, с необыкновенно острым умом и чувством юмора. Если бы он поэт был или был писатель, то мы бы сегодня говорили, вот он это написал, он это и так далее. А он деятель, общественный деятель, он руководитель. Он творил нас, и мы творили историю нашего города, нашего, тогда это село было, и в нашей памяти вот таким он закрепился. Он был большим таким примером для его поколения. На этом можно было воспитывать людей. И сейчас надо бы воспитывать. И для меня это была гордость. Всегда говорили, когда узнавали, что внук Мухарбека Тамаева. Всегда столько историй рассказывали, как он. В основном все люди говорили, как он им помог, как детям помог, что он был такой добрый, ко всем относился очень хорошо. И у всех очень добрая память о нем сохранилась. Дюгорское ущелье удивительно красивое и живописное. Леса, горные реки, ледники, башни и старинные жилища. Здесь уникальные места. Например, горные селения Дони-Фарс, Лес-Гор славятся своими легендами и реальными историями. Например, о том, что здесь в старину находился оборонительный рубеж. Когда жителям ущелья угрожала опасность, на сторожевых башнях зажигали сырую солому. И благодаря образовывавшемуся дыму весть об угрозе разносилась достаточно быстро по всей Дюгории. Эта книга называется «Горная Дюгория. История и современность». В этой книге я привел очерк, биографический очерк про Мухарбека Тамаева. Природа такая богатая, такая красивая. Там много хвойных деревьев, которые являются основным поставщиком кислорода и ионизированного воздуха. Если посмотреть со стороны и увидеть старую Фаснальскую дорогу наверх Фаснал, так красиво. И древнее пастбище, сенокосы, леса, водопады, ледники, озера, в конце концов, горы. В такой колыбели настоящей, нетронутой природы родился человек, о котором хотим рассказать. Мухарбек Асламбекович Тамаев родился в 1912 году в селении Дони-Фарс Махчесского района. В семье было 11 детей, 7 сыновей и 4 дочери. Родители Асламбек, Бабе и Гадзо
души не чаяли в своих младших. Отцовать создали картахт. Революции фасти труды разма. Она артинавды маганжи. Еченсти караджи был гаскотунц. Один афида был багаскотун. Естанима драгоценности мау инкавда дигараяты. Маурдам разудай ма мухарбеги бахатса рахута бидарки. Мазага бичеба мацма лашсага дахатса махони. Мадаму тимична фойкуни яхасунца. Вот там бахфастамар бакадзага нахема. Драгоценности создали дары мазага фарсунца. Есть мазага есть. Мазагой багудар есага. Мазага юда махатса. Матаракута май бахраз бакута ортазага бахиражи лауза. Ебак яты фарсы магаты сувалон. Сувалон балат фалимали саяжи махастак суды. Май мухарбек бамбаттай базага масузари картес. Ваханта данавданцага. Май баладартанца. В 1924 году Мухарбек пошел в Донефарскую начальную школу и проучился там 3 года, после чего продолжил учебу в Фаснальской 7-летней школе. Семья была большая, все время нуждались в рабочих руках, и Мухарбек помогал отцу по хозяйству. وتا والله نمكا كاي شركة سعيدة يا وخان كاد كان لقات دي. В 1932 году Мухарбек становится студентом 2-го курса рабфака в Ленинграде. В это время на рабфаках по всей стране ввели твердые учебные планы, лекции, изучение общетеоретических дисциплин, зимние и весенние сессии, дипломные работы на последнем курсе. Вместе с юношами и девушками со всей страны Мухарбек получил высшее образование. Вернувшись в село, начал работать учителем начальных классов в Донефарской средней школе. Мухарбек очень любил детей и поэтому с большим усердием приступил к работе. В 1934 году молодой учитель был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. В 1936 году, после демобилизации, Мухарбек вернулся на родину и был избран первым секретарем Махческого, затем Иравского райкома комсомола. Он обладал лидерскими качествами, легко находил язык с молодежью, пользовался большим авторитетом у своих земляков. Он был уполномоченным именно в Дигорском ущелье по созданию колхозов. И он такой был человек, который находил ключ к сердцу любого труженика. Как-то вот мы с товарищем вместе работали, Батрас Саволов, проводили трубопровод в Ахсаев. Старики старшие, они расспрашивали, кто я, кто он. Естественно, Бетрузов оттуда выходцы. Знали и дядю, и всех остальных отца. Молзавод. Они трубопровод провели тоже. И вот молоко спускали с гор, с ферм. Они спускали вниз на молзавод. Сейчас уже и людей этих нету, его соратников, которые могли бы больше всего рассказать. Молзавод построили в Мацуте. В хрущевское время, это 1962-1964 год, начали использовать горные пастбища. И молочные стада туда начали гнать. И вот Лискен, Хазидон, Чкала, Шекер, туда, там 4-5 ферм. И молокопровод сделали, и он возглавил. Там и сыр, молзавод, там директором молзавода был. Благодаря усилиям Мухарбека решались многочисленные вопросы колхозной молодежи, касающиеся условий труда, образования и отдыха. И неудивительно, что через короткое время Мухарбек становится 2-м секретарем райкома партии Махчесского района. Сколько лет прошло с тех пор, а люди до сих пор с большим уважением и теплотой вспоминают Мухарбека Тамаева, человека, сделавшего очень многое для благополучия района и его жителей. Махеове взрослые население катте это евнак лактор, а человек футкоиски диски ракотовой някак фелостон. А ты его халлак, каткиллак, адам арзоллак, састуарзоллак,
косагалак. Аттай шустурды говори колхоз. Жинагама хатсеваттан саватта махшешке колхоз, Адалешке колхоз, Тони Фарш колхоз, махшешке колхоз, Галяте колхоз, Шавал колхоз. Махиона был хатка фатсавида идеме. Бахаттай кайматтай машин тават. Аданам бавота хварзаттай вота. Мама истема сахейку бахаттай унс. Вот саламисрабда котайда. Вот меня не вахтайда. Мана палата обучения тогда написал, он и дальше сумкандас. Школай, фантастическая сумка. Он дальше сумканда. Он с любым человеком мог находить общий язык. Даже вот на улице с курами, с собаками он разговаривал и улыбался. Вот я вот это слышал своими ушами, как они рассказывали про него. Ну, в общем, добрые воспоминания. Полевое стане аттан, рамар вестонца, сахманчика. Ма касумады вола бахпалар цоуйнай бафас махтуна да мухарбека. Мазар нахин сабр такой тонкий савега мар. Хистай канем салате мазун ки якта сакушитен серун кацаунота. Ма бацуда юсонга маркастета кутта ма таска маркасы каржинта нарт хвари каржин хвартан канатте ду. Маркасы нашинич. Бичевда гачба хвартай. Мазар муна изерик бацудан сама бахоржина. Серун кацаунота. Я минута да удомбай варай идем аги. Ма шарахисаты ма аставас. Ма домбай варту мазунач канзана. دون شرادة أتنتبه سكوتا وخان نار تخاري كردين سكوتا وخان سما سمنا خاصون سرستف كما يو خان كردين سما ستشك سبارتا ولما في يو تدرسنا سنراندا فوشنا أبغردون كوتا صدق خدر فوشنا ربالا شيء تبليوشي ويشرت ما يأبغردون كوتا ما سالم مسوق تبات ما شرا كفتا في يو مغوري في يو كامت كونه ما كأخ خمسة Кахпадану хотсаны, мадан хорга кона канает, суйнедан кона сумайте баса, вот так кахраз мана хотсы. Во время Великой Отечественной войны Мухарбек Асламбекович работал заведующим военным отделом Махчесского райисполкома, а в 1943 году был назначен вторым секретарем райкома. ما партизан хотя кушта. Марандай он за партизан то торгудай, алка торгуданца. Марандай да ханхта магатте хорфамандер там майо хатба. Черт его знает, да бой яхстонца ма фацафай. От чего фацафай цваты? На фронт его не взяли, посчитав, что его ответственная работа в тылу, обеспечение выполнения плановых заданий столь же важны для страны, как и участие в боевых операциях. Видя его способности организаторские в отрасли сельского хозяйства, партия оставила его, не пустили на фронт. И он был во время Великой Отечественной войны организатором на Кавказе обеспечения продовольствием фронт. Вот этим он занимался и прекрасно справлялся. В первые послевоенные годы главной задачей было восстановление разрушенного народного хозяйства. Война нанесла экономике СССР колоссальный урон. Было разрушено более 1700 городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожных путей, около 100 тысяч колхозов и совхозов, около 3000 МТС. Тяжело отразилось военное лихолетие на сельскохозяйственном производстве и нашей республике. Не вернулись с войны тысячи жителей Иравского и Дегорского районов.
Из дома Асламбека Тамаева на фронт ушли 5 сыновей и 4 внука. Из них на полях сражений остались 3 сына – Баккерий, Хамец, Хангерий и 1 из внуков – Махамад, сын Амурхана Тамаева. А старший сын Асламбека, Алихан Тамаев, принимал участие в Первой мировой войне. Очень трудно было работать в военные и послевоенные годы. В колхозах катастрофически не хватало рабочих рук. В 1946 году Мухарбек Тамаев был направлен на учебу в партийную школу в Краснодарский край. В 1949 году вернулся и сразу был назначен председателем Иравского райисполкома. Лидерские качества, он какой-то такой был, понимаете, не показной, но на него смотришь и в нем чувствуешь вот это. Он обладал вот лидерскими качествами, и это его выделяло среди других. Мухарбек помогал достигать поставленных целей, умел грамотно организовать работу, сплотить людей и вдохновить их на решение поставленных перед ними задач. А многие старожилы до сих пор помнят, как каждый день невысокий, подвижный, в старой кожаной куртке Мухарбек наведывался во все точки. Тогда о машинах и мечтать не могли. Руководитель на лошади успевал объехать все колхозы и совхозы района. Байонок машина ты, мана ирафи колхозе, полуторка. И он мать кумара картайды. Колхозда был хатка рацавида, ма брикетта был рацавида хатка. Ма садан тебади сак чаттай, мама ди сак чпакастай. Архистай бахай, марбасуды ма капирачта, нагоди каншылгон. Карай коромашын сак капирачда, мақсатка патсавида. Машин гой мактаба, вот они канюнс, мамадар курба карта, дига ман капедар курайе. Его хан хецаваттай. Я помню, школа была мобилизована на подборку кукурузы, и Мухарбек, как ученик, в ряд встал и несколько прошел с ними, разговаривая, одобряя их работы, значит, ободряя их на работу. Для руководителя это необходимая черта характера. Слово «райком» хорошо помнит старшее поколение. Районный комитет партии – коллегиальный орган, который создавался по территориальному признаку. Он обладал серьезной властью. Здесь решались все вопросы, касающиеся данной территории. На должность председателя Дегорского райкома партии был назначен Мухарбек Тамаев. Oradan fallıkdaydı garama, ma onda reis palkomay bir vakuşta. Haber bir. Kharzallagattı haber. Bayadandır bir varsın. Onsalage resun kona kanaya khasun kona vazay falay rasnat palkomunay. Mana atat so загабальтин согане фал. Mana rasnat palso. Май уговаривать с кандамай rasnat пальсаражит. Мухарбека я узнал, когда я еще учился в школе. У нас было комсомольское собрание, а он был председателем исполкома. Казалось бы, это разные категории, но он настолько во все вопросы вникал, и особенно его волновали молодежь, чем живет, о чем думает, какие проблемы, вопросы поднимает. По любому вопросу, по которому к нему приходилось обращаться, тут же реакция. А реакция такая, как лучше это решить. Хиланеков, куда то один хозах, когда мы получили все матч, потом на балерину. Помазах, ма сумки зах,
Я до 1 класса вообще рос у него. Практически я постоянно был у него. Ну, отец забирал, как соскучиться. Он обратно меня увозил. В доме постоянно приходили одни, другие, постоянно какие-то разговоры. И застолья тоже как бы происходили. Очень интересные люди бывали. Там вообще по соседству жили очень интересные люди. Илья Макаев, он директор кирпичного завода был. Директор школы был Тавитов Авраам, Абагаев Василий, Сергей Тубоев. Очень много рассказов я услышал от них и много-много чему научили в жизни. Я на них смотрел как на глыбы, как на горы. Вот такие великие люди были они. Эти люди вставали с зарей, трудились и с закатом ложились. Они любили друг друга больше почему-то, наверное. К началу 50-х годов прошлого века страна в основном завершила восстановление разрушенной в годы войны промышленности, и на первый план вышла проблема подъема сельскохозяйственного производства, уровень которого продолжал оставаться низким. 30-тысячники, так называли передовых советских и партийных работников, направленных партией в села и деревни страны в 50-е годы для руководства экономически слабыми и отстающими колхозами. Их количество достигло 30 тысяч, отсюда и название. Он был партийным работником, и в одно время были лозунги. Хрущев тогда возглавлял, догнать Америку и так далее. Но его отправили в Дурду. Хозяйство. Надо возглавить хозяйство и чтобы делать его передовым. Когда его назначили председателем колхоза, мы встретились. Я говорю, ну как, Мухарбек? Он говорит, Батараз, ты знаешь, вот теперь я убедился. Знаете, Догомбахан, Афастак, Варгласаны, на скачущей лошади, затем грузы возят. Я на всю жизнь это запомнил. Он все время как на скаку был. Он все время стремился, чтобы чего-то добиться. Новоиспеченный председатель колхоза начал искать пути повышения колхозных доходов, подобрал и утвердил новых бригадиров полеводческих бригад, ввел ежемесячное авансирование колхозников. Привлекало еще колхозников то, что любая работа спорилась в руках самого председателя. Он был сам трудяга, и как руководитель тоже был внимательный, доброжелательный. И эти два качества уже делают человека авторитетным, уважаемым. Есть руководители, которые выходили на работу, на поля, издалека смотрели, не участвовали хотя бы на 2-3 минуты в труде, в работе, а он сразу вступал в работу, сразу входил в работу трудового коллектива. И это бывало очень приятно трудовому коллективу, людям приятно было. И потому его особо уважали. Просто заходил во время приема пищи в барак и садился вместе с колхозниками за одним столом и принимал пищу. Надо отметить, что не все 30-тысячники справлялись с поставленными задачами. Есть даже статистика по стране, сколько тысяч людей просто не выдержали трудностей и покинули свои должности. Но только не Тамаев. Что с людьми он хорошо жил, ладил, ни с кем не контактный был. Потом очень добрый, все и так далее. И сам. И это в крови этому. Его пригласили на совещание передовиков сельского хозяйства в Ростов-на-Дону. Вот такой он был организатор, сильнейший. Его награждали грамотами, дипломами. Ему дали ветерана труда,
за победу над фашизмом, трудовую деятельность и так далее. Благодаря хорошим организаторским способностям, профессионализму Мухарбека Асламбековича, возглавляемый им колхоз имени Сталина ежегодно добивался лучших показателей по откорму скота. В целом, доходность хозяйства за короткое время значительно выросла, и колхоз стал миллионером. Мухарбек Тамаев стремился сделать в тех сложных условиях максимум возможного для повышения эффективности колхозного производства. Долгие годы Мухарбек Асламбекович был опорой для многих людей, а иногда единственным человеком, который мог помочь. Внимательный, он хорошо понимал рабочего трудового человека, выслушивал всегда внимательно его. И это как-то сближало его к народу. И народ его уважал, ценил. И прислушивался его советам, его указаниям. И как председатель колхоза он был на хорошем уровне. Среди народа имел хороший авторитет. И потому дела колхоза шли на уровне. Конечно, он был очень занят всегда. Он был в работе постоянно, где-то в помощи кому-то, людям. Вплоть до того, что даже вот кого-то одеть что-то, он мог сам завести и одеть, купить им вещи. В то время же было вообще все туго. Вот настолько вот такие вещи. Я вот в памяти просто вспоминаю, что вот он мне купил, пошел, купил говорит, обувь там или вещи какие-то купил. Вот многие рассказывают вот про такие вещи. Кому-то что-то помочь надо было, он всегда и словом, и делом мог прийти и помочь всегда. Авацаган расухтар бинонта, йома царгай, жинищеранай. Варзона адам, шинхидар каварста, шинхидар шинсахи каварста, евахам царди аттанца. Сахимеда астурдан хабара сух царданца, бадал тасхастонца, равзакоттонца цардини лаутанца. Бабушка, имея всегда такое количество гостей в доме, ей всегда приходилось быстро. Вот она невероятно быстро делала и пироги. Откуда это все бывало, я не знаю. Но так быстро она накрывала на стол, что, не знаю, и вот ЗК, раз, пока вот это, потом соленье там, это всегда все бывает. Ну, тут же появляется и курица, и все, пока сидят за этим. Она очень была подвижная, очень хозяйственная, так что как тыл в доме это был. Тем более с таким мужчиной, как он, я же говорю, столько людей всегда было, она очень была хозяйственная. Дочка выучилась, одна и вторая, сыновья тоже учились. Один закончил мехфак, уехал потом в Москву, оттуда в Шевченко, он там возглавлял гараж Софтрансавто. А дочка в Ашхабад уехала, тоже возглавляла там трест сбыта Туркменнефтегаз. То есть они как бы, сказать, сами себя тоже сделали, не то, что он их там двигал. Младший Борик, но он всегда висел на доске почета, как передовик производства. Потом у него руки были золотые, он мог машину разобрать просто вот до деталей. И вот новую машину собирал и отдавал его в колхоз вот так вот. Его дочь Ларису Мухарбековну взял в жены мой дядя Буранов Калин. Они жили нормальной, очень хорошей, дружной жизнью. Потом Калин уехал в Москву, он там работал художником. И Лариса тоже перебралась туда.
К сожалению, в 1982 году Мухарбек Асламбекович ушел из жизни. Но не из памяти людей, которые всегда будут говорить об этом замечательном человеке с благодарностью и восхищением. Любовь к жизни, к людям, к семье, к своей профессии, к родному краю. Вот что давало ему сил до самого ухода быть полезным и нужным людям, неравнодушным ко всему происходящему вокруг. Даже на море никуда никогда не ездил. Отпуск раз, Корея борцов трандайды, махаста года бажели. Сумки табай заканды кафеты, кулёкты, махева тема я угребал дожил. Он меня возил с собой и по родственникам, и везде, и какие-то встречи, что-то я рядом был постоянно с ним. Ханидуанин хастагу телескенак шахсатты. Мана рабадун хэнда машина дайматты, что жеплен да мукак каражебал да баста. Шваланти хацадар сар самбурт хэнди угремедер ма нуре ваддер навида. Хазим байрар дешта. Май балах сулаттенс. يوجد دروغدات سمعت الكوشيت وخي خبرت كنت قبل خصاتك آخرين كنت لقى عند الكوشيت بتشيت من بارا وقت عاشبون دان هم رفضان دونك. У нас 5 внуков было, не считая детворы, которые там по улице жили. И каждому нам раздавал работы, какие-то задания. Все, он уже на пенсии был и руководил нами как бы. И вот мы выполняли эти работы, потом он нас поощрял, каждого за выполненную работу. У него в сейфе лежали, вот где медали, эти документы его лежали там, всегда его пенсия лежала. И он обычно разменивал на мелочи. И вот каждому, кто как заработал, кому-то рубль, кому-то 20 копеек, 50 копеек. Так он нас поощрял. Говорить о дедушке в прошедшем времени внуку Алану как-то непривычно. Я уверена, Мухарбек Тамаев будет жить всегда в сердце, в памяти людей, с которыми сводила его жизнь, в делах, поступках, которые он совершал, в детях, внуках и правнуках. Пообщавшись с большим количеством людей, знавших нашего героя, родственниками, соседями, бывшими коллегами, друзьями, мы убедились, они все единодушны. Счастье, когда рядом есть такие удивительные старшие, как Мухарбек Тамаев. И счастье, что таких людей немало. Мы обязательно продолжим рассказ о таких интересных, выдающихся личностях. Тех, кто снискал любовь и уважение окружающих, заслужил общественное признание, чья жизнь может стать примером для подражания.